Привет зрителям канала Art School! В этом видеоуроке мы рассмотрим, как нарисовать пейзаж гуашью для начинающих художников. Итак, нарисуем лето, летние яркие краски природы, полевые цветы. Я нарисую пейзаж гуашью от Эрих Краузе 12 цветов. Это яркие краски, которые легко наносятся на бумагу, легко размываются водой и быстро сохнут. Для работы с гуашью подходят любые кисти. Я беру плоскую и две круглые. Набор кисточек от Эрих Краузе идеально подойдут для нашей художественной работы. Также возьмем палитру и баночку с водой. Для начала отделим небо и землю. Вторая линия — это будет небольшой холм. Учтите, что небо и земля не должны быть одинаковыми по размеру. Беру палитру и гуашь. Смешав белую и синюю гуашь, закрасим верхнюю часть неба. Пока оно не высохло, к той же голубой добавим немножко изумрудной и красим небо. Чтобы у нас небо получилось красивым и живописным, смешиваем белую и розовую гуашь и также закрасим полосу неба. Ближе к горизонту закрасьте очень светлым голубым. Вымешиваем разные зеленые оттенки для травы. Не стоит изображать одинаковые холмы, хоть так и бывает в реальности. Лучше всего сделать их разными, чтобы добавить определенной динамики вашему рисунку. Закрашиваем дальний план. Широкими мазками нарисуем поле на дальнем плане. Вымешиваем разные оттенки зеленого цвета для переднего плана. Теперь закрасим светлым тоном. Закрашиваем поле. Старайтесь сделать красивый переход с тона в тон. Вымешиваем темно-зеленый для травы, который находится ближе к нам.
На дальнем плане нарисуем деревья. Беру синий цвет, добавлю немного белого и изумрудного. На деревьях можно немного поставить желтых пятен света. С левой стороны нашей картины нарисуем извилистую дорожку. Смешиваю белую краску с желтой. Уделите особое внимание разным растениям, расположенным на переднем плане. То, что ближе всего к художнику, то есть к вам. Передний план всегда прорисовывает старательнее и детальнее, чем задний. На переднем плане мы нарисуем тонкой кисточкой светлыми оттенками зеленого и желтого листочки и веточки разных растений. Добавим желтые цветочки. На дальнем плане красным цветом точечками нарисуем маки. Таким образом обозначаем цветущие маки в поле. Переходим к рисованию цветов мака на ближнем фоне. Маки переднего плана рисуем крупными и используем красную и оранжевую гуашь. В центре цветка ставьте черные точки. Нарисуйте стебли маков, используя темно-зеленую краску. В завершении белой гуашью добавим еще цветов на поле.
Ваша картина готова. Ставьте лайк, а также пишите свои комментарии под видео. Спасибо, что смотрите Art School. Всем творческого настроения. Пока!